Сегодня, 8 мая, Зауру Ардзинбе исполнилось бы 70 лет. 15 апреля 2015 года у Заура Джотовича случился инфаркт. В последние годы он жил в селе Ишера. Этот дом он построил на дачном участке, который приобрел в 1986 году. Дом проектировал и строил сам, ведь по профессии был инженером, как и его супруга Светлана Никитина, с которой Заур Ардзинбе вместе учился в Политехническом институте в городе Владимир. Еще с тех самых пор его называли по отчеству, просто Джотович, даже жена. И когда я сюда приехала, это было в начале где-то 70-х годах, для меня все это было необычно. Все вот обычаи, встречи их, когда вот приезжаешь в аэропорт, целая толпа тебя встречает, людей, и ты никого не знаешь, все его родственники. И у нас такой даже казус произошел. Я выхожу с самолета, и родственника его вижу, а Заура, мужа своего, не вижу. И я, главное, спрашиваю, а где Заур? Мне говорят, ты что, не говори, говорит, у нас нельзя. Ну, по абхазским обычаям жена не имеет права по имени называть. Но я тогда говорю, ну, а Джотович тогда где? А там, говорит, ты что, это еще хуже оказалось. Светлана и Заур Ардзинбе воспитали 4 детей, 3 дочерей и сына. Заур Джотович застал 9 внуков, в которых, по воспоминаниям жены, не чаял души, и очень любил, когда все члены семьи собирались вместе. Детей любит, обожает. А внуков еще больше. Вот заходит, его лицо сразу другое становится. Такое мягкое, и обращение, и разговор. Ну, это по нему вот видно. Мне всегда комфортно, когда вот все эти детишки собираются и балуются. Все здесь кувырком. От этого мне, наоборот, больше так, ну, приятно, что ли, радостно. Я вообще никогда не жалею, когда на стенках они что-то пишут, царапают, что-то, скажем, разбивается. Ну, обычно наблюдал, что не делая этого, там, разобьешь. Дети есть, дети, пусть они. В годы Отечественной войны народа Абхазии, когда Заур Ардзинбе ушел на фронт, его семья осталась дома. Они не стали уезжать из села Ишера. И часто, как вспоминает Светлана Никитина, сослуживцами ее супруг приходил к ним погреться и отдохнуть. Я была здесь рядом с мужем во время войны. Они приходили сюда, чтобы отогреться, чтобы хоть какой-то домашний уют они тоже чувствовали. За мужа волновалась всегда. Вот уйдет и не знаешь, придет живой или нету. Ждешь. Сам Заур Ардзинбе вспоминал, что близкое присутствие семьи внушало большую ответственность, придавало смысл борьбе и силы идти вперед. Конечно, за судьбу детей переживал, но все равно какая-то вот уверенность была, что им до наших вот деревень, ну, дальше, в общем-то, от этого фронта, линии фронта, мы их не пропустим. Такая уверенность была. И мне было, если бы у нас этой уверенности не было, мы, в принципе, могли бы руки поднять и сдаться. Присутствие детей позволяло нам более, так скажем, стойко защищать, и зная о том, что за нами дети, это давало нам больше силы, как можно было врага до них допустить. Мы знаем, что они в оккупированных районах, как они бесчинствовали, относились к мирному населению, не только как к абхазской национальности, без всякого разбора. Ветераны Отечественной войны народа Абхазии с уважением вспоминают его решение идти на фронт, несмотря на возможность заняться чем-то так же полезным для страны, но более безопасным. Он мог бы, как и многие другие, когда в 1992 году, 14 августа, грянула война, очень состоятельный человек Заур Джотович Ардзинбе мог встать, взять барсетку в руки и уехать куда-нибудь, куда глаза глядят, куда ему удобно. Ему его, как бы сказать, материальное положение это позволяло. Но он не взял барсетку в руки, он взял в руки автомат и пошел рядом со своим народом воевать.
и делал все возможное и физически, и материально для достижения этой победы. В период президентской кампании 2009 года вокруг Заура Джотовича объединились и свидетели его боевых будней, и те, кто уже в послевоенное время наблюдали за тем, как он по крупицам восстанавливал абхазское морское пароходство. Считаю, он начал с нуля. Все было разрушено, все было разворовано, людей не было. Все разбежались, как вы знаете, специалистов тоже не было у нас. И все начиналось абсолютно на голом месте. Ему пришлось собирать всю нашу организацию, можно сказать, даже по крохам. Было очень тяжело. Зарплаты у нас были, смешно сказать, первые, если вы по 40 рублей мы получали, и 2,50 была тогда российская пенсия. Первое время даже старались спустить теплоход «Абхазия», ходила у нас в Турцию, привозила нам продукты. Кушали мы, конечно, турецкие товары пока. Россия нам еще, были мы в блокаде, Россия не разрешалась из России сюда завозить товары. И вот так с нулевого варианта вот это все началось у нас. Постепенно мы расширились, постепенно собрал воедино все наши маленькие организации, которые были разрознены, и стала одна большая организация. Говорит мало, а делает много. Так отзывались о Джотовиче люди, с кем пересекался его жизненный путь. Благодаря ему множество студентов смогли узнать и увидеть то, что недоступно до сих пор для большинства молодых людей в Абхазии. Заур Джотович никогда не оставался безучастным к проблемам абхазской молодежи и всегда оказывал поддержку в поездках образовательных в зарубеж, в Египет, в Турцию, в другие страны. Помогая студентам, он никогда не исходил из каких-либо корыстных побуждений и не делал это в целях саморекламы. Это делалось скорее исходя из старой абхазской поговорки «Абзира кавцазар адзият». В 2009 году, в период президентской гонки, вокруг Заура Джотовича объединились люди, мечтающие о новом государственном подходе. Они озвучивали мысли о том, что он сможет сделать Абхазию по-настоящему независимой страной. Я вижу человека, который мыслит категориями независимого государства, что, к сожалению, не хватает нынешней администрации Абхазии, государственной администрации, которая, на мой взгляд, пока еще мыслит категориями автономной республики в составе Советского Союза. Нам нужны новые идеи. Трудолюбие и невероятная работоспособность – именно эти качества ассоциируются с Зауром Ардзинбе у тех, кто его знал, кто видел, как основательно он подходил ко всему, за что брался, и камень за камнем выстраивал дом, бизнес, семью, окружение. Они были готовы доверить ему и страну. Сам этот человек все в своей жизни добился собственным трудом. Человек, который вышел из села, копейка к копейке, рубль к рублю. И он всю жизнь, все то, что зарабатывал, делил со своим народом. И потому, мне кажется, что такой человек, как Заур Джотович, создает чувство благополучия и покоя в душе. Вот я, например, сегодня сижу и думаю, что вот если Заур Джотович придет, наконец, к власти, если, наконец, это случится, если такое счастье есть у моего народа, мы будем жить как в большой, теплой, богатой, счастливой семье за спиной у очень хорошего отца, так можно сказать. Когда в семье есть хороший отец, семья всегда твердо стоит на ногах, и никогда никто не посмеет эту семью обидеть. Заура Ардзинбе не стало на 65-м году жизни. Он еще многое мог сделать, но самое главное все же успел и остался в истории своей страны. Бойцом за независимость на войне, созидателем в мирное время. Джотович оставил богатое наследство своей стране, теплые воспоминания современникам, а потомкам пример человека, который говорил мало, а делал много. Марианна Котова, Абаза ТВ.